1909 году 23-летней мадам де Флориан пришлось принять нелегкое решение и покинуть свою шикарную квартиру в 140 квадратных метров, находящуюся на правом берегу реки Сены в Париже, недалеко от оперы Гарнье в 9-м округе Парижа. Это было время начала Второй мировой войны, и, возможно, ее отъезд был связан с новостью, что немецкие солдаты двигались в сторону Парижа. Она явно покидала город в спешке, так как собрала только самое необходимое, оставив в квартире много личных вещей и предметов интерьера. Она закрыла квартиру и уехала в южном направлении, в более безопасную свободную зону. Все эти годы она продолжала оплачивать аренду квартиры, но так и не вернулась сюда и ни разу не приезжала снова в Париж. В 2010 году женщина умерла в возрасте 91 года. Только после ее смерти наследникам стало известно о квартире. Они наняли аукциониста Оливье Шопин-Жанври, чтобы оценить имущество, находящееся в апартаментах. Здесь осталось много старинной мебели, картины, книги и прочие вещи. Учитывая то, что со времени закрытия квартиры прошло уже много лет, аукционист и его команда были очень взволнованы до самого момента, пока ключ не провернули и не открыли апартаменты. Когда люди зашли в квартиру, у всех перехватило дух от удивления. Все вокруг было словно заморожено. В один момент они словно шагнули в прошлое. Воздух был наполнен пылью, и везде была паутина. Мебель начала 1900-х годов оказалась настоящим сокровищем. В столовой была вся необходимая посуда и другие предметы. Картины были сняты со стен, как будто хозяйка собиралась их забрать позже, но, видимо, так и не смогла. На старинном туалетном столике находились личные вещи хозяйки. Щетки, бутылочки с духами и косметическими средствами, различные коробочки и будильник. Все выглядело так, словно хозяйка вышла совсем ненадолго и скоро собиралась вернуться. В углу был большой игрушечный Микки Маус и поросенок Порки. Но одна из находок оказалась самой впечатляющей. В квартире была найдена картина с изображением женщины в розовом одеянии. Дальнейшее исследование показало, что это был портрет предыдущей хозяйки квартиры и бабушки мадам де Флориан Марты де Флориан. И картина эта оказалась наиболее ценной вещью среди всех, которые находились в доме. По данным экспертизы, картина принадлежала кисти известного итальянского художника Джованни Балдини. Как выяснилось позже, Марта де Флориан была известной французской актрисой и светской львицей 1880-х годов. Она вела роскошную жизнь и имела множество поклонников среди известных мужчин, включая художников, нескольких премьер-министров и президентов Франции. Позже было также найдено письмо с признанием в любви от Джованни Балдини, что объясняло причину, по которой он решил написать портрет Марты. Картина была написана в 1888 году, когда Марте было 24 года. После обнаружения в 2010-м ее продали с аукциона за 3 миллиона 400 тысяч долларов. Это оказалась самая дорогая картина из всех работ художника. Наследникам мадам де Флориан ясно, почему она могла покинуть квартиру так поспешно в то время. Но до сих пор остается много вопросов. Например, что мешало ей вернуться сюда позже и почему она продолжала платить аренду целых 70 лет, при этом держа в секрете от родственников сам факт наличия квартиры. По всей видимости, на эти вопросы уже никто не сможет ответить. Остается только восхищаться нетронутыми временем потрясающими находками. Квартира закрыта для широкой общественности, и посетить ее сегодня нет возможности. Сейчас ее примерная стоимость 10 миллионов евро. История забытой на 70 лет парижской квартиры оказалась настолько захватывающей, что сразу несколько писателей написали роман,